Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: чего совсем не ждете, но что скоро случится. Если тема интересна, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, чего совсем не жду, но что совсем скоро случится. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой-то дятел у меня завелся рядом. Угу. Так, мои хорошие, смотрите, вот чего вы совсем не ждете. Вы не ждете какого-то праздника, какого-то веселья, какой-то увеселительной программы. Буквально вот в ближайшие несколько дней какой-то человечек вас вот прям за руку вытащит на какой-то праздник. Может быть, это будет чей-то день рождения, может быть, какие-то крестины, свадьба, юбилей, просто мероприятия в вашем городе, где будет проходить вот прям праздничная программа. Вас за руку туда потащат. Вот, вы будете почему-то сопротивляться. Может быть, скажете: ой, да у меня дела, я устала после работы, там, не хочу. А вас прям за руку потащат. И знаете, вы такое удовольствие получите. Мало того, вы домой будете возвращаться, первое, не одна. А второй момент, у вас что-то будет, вот что-то типа подарочка, либо какого-то сувенирчика, вот что-то приятненькое к вам идет. Вот, обязательно идите, вообще не сопротивляйтесь и не думайте, море удовольствия идет. А у кого-то из девчонок идет знакомство с очень приятными мужчинами. Это не один мужчина, здесь двое-трое мужчин, хорошо воспитанные мужчины, приятные, все симпатичные. Вот не вижу, что дальше будет с этими мужчинами, но один из них вам очень понравится. Возможно, он вас и будет провожать домой, и у вас с этим мужчиной общение будет. Вы будете общаться, вы вот как я вижу, что вы какие-то даже встречи будете планировать. Не могу сказать, будет, не будет продолжения, потому что смотрим на ближайшее время. Но то, что с этим мужчиной у вас завяжется контакт, да, сложится, и вы будете общаться, там, перезваниваться, переписываться и даже на свидания ходить, это точно. Вот, приятные люди. Так, еще вы совсем не ждете от какой-то женщины признания в ваш адрес, да, что она вот в чем-то вам, например, признается, например, что была там пакостница мелкая, да, какие-то неприятности вам создавала, либо что она вас, ну, допустим, не послушала, а каких-то проблем себе нажила. Вот женщина достаточно властная, строгая, старше, чем вы, с каким-то вот прям упрямым характером, и как что, так сразу ругается. Вот от этой женщины вы услышите слова, которых не ждете. То есть женщина вам скажет: ой, какая же я глупая была, вот почему я тебя не послушала, либо надо было тебя послушать, ну, прости, там я была не права, да, какие-то совершенно невероятные слова пойдут от этой женщины. Вы будете просто в шоке, вы сами себе не поверите, будете себя щипать, да, это сон. Не может быть, чтобы эта женщина сказала, что она не права, да, либо что она похвалила меня. Вот, ну так будет, так будет. Но эта женщина либо какая-то сварливая соседка, может быть, начальница строгая, а может быть, это ваша свекровь, либо строгая мама, да, вот, которая вас там жизни поучала. А тут видите, как вы оказались правы. И, кстати, у вас еще с какой-то женщиной кошка между вами сидит. Но кошка — это большая неприятность, либо ссора. А может быть, кто-то, да, вас постоянно ссорит. Я вижу, что вы с этой женщиной, ну, как-то договоритесь, поспокойнее будете друг к другу относиться. Ну, а кто-то помирится, да, то есть как бы все эти неприятности, недоговоренности, они все уйдут.
То есть идет какое-то восстановление даже отношений, либо улучшение отношений, которые между вами существуют. Дальше, мои хорошие, вы не ждете от какого-то мужчины признания. Признание, что вы ему нравитесь, либо вы ему симпатичны, ну, либо что он вас любит, да. Причем этот мужчина как-то совсем рядом с вами находится. Может быть, вы вместе, может быть, мужчина ну, совсем стал чужим и холодным. Тут вот смотрите, прям как вырвется у него какое-то признание в ваш адрес. Либо какой-то будет разговор, что это вы ему такое скажете, а он вам в ответ: ну потому что я тебя люблю, я не хочу тебя потерять. И вы вот прямо остолбенеете, вы скажете: о боже, неужели это правда? Столько лет вместе живем, никогда я доброго слова не слышала, а тут на тебе сразу и про любовь. Как-то мужчина вот прям словесно вас поразит. Да, потом, кстати, будет еще, ну вот как продолжение либо этого разговора, либо продолжение посыла, да, что вот ты мне нужна, что я тебя люблю, что я вот готов, например, вкладываться в наши отношения, что-то делать для тебя. Вот разреши мне, разреши. То есть от мужчины еще идет, ну, может быть, цветы, может быть, какой-то подарок, либо какое-то действие вам приятное. То есть он еще как-то себя покажет. Девочки, у кого-то отыграется, что бывший, может быть, который нервы очень долго тратил, ну вот прям появится, и да, опять вот как выведет вас из себя, но при этом скажет про любовь, про желание вот быть опять вместе, восстановиться. Какой-то он несчастненький, вы знаете, несчастненький, и действительно у него одна нога в одну сторону смотрит, другая в другую. Как бы сложно либо определиться, либо выбрать, либо поменяться ему сложно. Но вам будет удивительно, вот вы как бы готовитесь, там, может быть, к ссоре, либо вы понимаете, что все ваши разговоры ссорами заканчиваются, а тут мужчина раз такой выдает: а я тебя люблю, а ты мне нужна, а я вот без тебя никак. У кого-то, девочки, отыграется, что мужчина, с кем вы дружите, общаетесь, ну, постоянно как-то, да, тоже вот как проговорится, как лишнее скажет, да, и вы прям будете шокированы, да, вы, ну, может быть, вы догадывались, да, что он к вам там неровно дышит, но что прям, сразу о любви вам начал говорить, ну, как оговорочка идет, да, проговорился. Но смотрите, если слова вылетят, он не остановится, он будет дальше говорить и даже, возможно, ну, какие-то действия будет совершать, чтобы как бы подтвердить, да, что это вот не случайность, да, либо случайности не случайно, когда себя проявит. Так, какая-то змеюка у вас выползла с правой стороны, а вы ее руками схватили. Ну, какую-то змею подколодную, это враги, это недоброжелатели, это вредители, кого-то вы поймаете. Причем поймаете на горячем и, как говорится, с поличным. Для вас будет шоком, что именно конкретно от этого человека вы не ждали. Но вы, ну, вот знаете, как разозлитесь, наверное. Вот здесь даже больше не злость, а скорее как недоумение и обида, что вот, я ж тебе доверяла, а я ж-то думала, что ты хороший человек, а ты вот так поступаешь. Но как-то вы жестко с этой змеюкой поступите, потому что вы ее прям так схватили, и голова внизу получается, как-то трясете прям ее. Прям серьезно получит эта змеюка от вас, и вы даже от себя не ожидаете, что вы можете вот быть такой грозной, такой строгой и, ну, решительной дамой. С кем-то вы разберетесь, избавитесь от змеи. Это очень хорошо, это замечательно. Не осуждайте себя. Ваша реакция, она праведная, понимаете? То есть как человеку веришь, доверяешь, может быть, делились секретами, может быть, как себе доверяли, да? А человек постоянно, систематически пользовался вами, еще и вам вредил. И тут вы его поймаете. Девчонки, у кого-то вот прям будет разборка с женщиной-соперницей. Может быть, узнаете, что какая-то женщина булки свои подкатывает к мужчине, к вашему. Я вижу, что вы как-то жестко разберетесь с этой женщиной. Победа идет однозначно за вами, а у этой соперницы змеюки нет ни одного желания, даже, знаете, как в мыслях даже нет, еще раз попробовать подойти близко к вашему мужчине. Как-то конкретную вы такую трепку зададите, какой-то жесткий вы отпор дадите сопернице и отобьете у нее всю охоту. Так, дальше, мои милые.
Вы не ждете самостоятельности от детей, либо от каких-то младших, может быть, родственников. Здесь вот либо ребенок, либо младший человек, у вас намного младше, как-то себя проявит, какая-то самостоятельность, какие-то действия. Захочется поругать, ну вот подумаете, скажете, ну а за что ругать? За то, что, например, там сам себе еду приготовил, да, либо что-то сходил, сделал. Вот первое желание, да, вот прям претензии, а потом похвалы идут. Кто-то вас удивит, причем очень конкретно. Ребенок либо намного младше вас по возрасту родственник, ну кто-то близкий, потому что вы этого человека знаете. Вот, вы не ждете каких-то конкретных действий, либо какой-то серьезности, самостоятельности. Вы этого не ждете, но это будет, обязательно будет. Так, идем дальше. Работа у нас выходит. На работе. Ну, смотрите, если вы работаете с клиентами, то будут новые клиенты. Будет много новых клиентов. Люди все будут разные. Для вас это будет удивительно, что вот в один момент, да, очень много разных людей с какими-то разными требованиями, с какими-то разными, ну, как запросами, что ли. Вы у своих клиентов такое впечатление будете узнавать там о том, что модно, либо о том, что в тренде. Какая-то прям информация от новых людей, новая информация пойдет. Так, работа. На работе. На работе будет какая-то информация, на работе будут какие-то новости, сообщения, разговоры. Возможно, даже новые лица у кого-то отыграются. Может быть, даже вам придется кого-то, ну, как подтягивать, либо даже обучать, вместе с кем-то работать. Ну, как ученик, наверное, там ученица появится. Какая-то вот какое-то задание вам выдают свыше. По поводу денег. Может быть даже повышение зарплаты, но незначительное. То есть если и повысят, там, ну буквально там, совсем там чуть-чуть. Но все равно приятно. Все равно приятно. Для тех, кто работает сам на себя, кто занимается собственным бизнесом, здесь вот у вас новые идеи начнут появляться. Какие-то интересные разговоры у вас будут, ну, допустим, да, с вашими клиентами. Какие-то запросы вам будут давать необычные, а вы сначала так подумаете, ну, странный клиент, да, а потом посидите, подумаете, скажете, может, есть в этом смысл, да, может, стоит поразбираться, хорошая идея, да, если ее попытаться реализовать, тем более запросы уже были. Вот, и как начнете работать над какими-то новыми мыслями, новыми идеями. Как перспективу почувствуете, увидите. Так, смотрите, какие-то извещения идут, вам придется куда-то ходить. Почта, банк, какие-то, может быть, даже организации, что-то получать, либо что-то менять, может быть, какие-то документы менять. Вот чем-то будете заниматься. Причем, ну, это не сложно, просто вот как-то время неудобно. Может быть, по утрам будете ходить, либо наоборот, там, по 2 раза ходить. Вот очереди, может быть, даже какие-то будут. Вот, идут какие-то документы, либо замена документов, либо получение документов. Но в планах у вас этого не было, но вам придется этим заниматься. Так, а еще какой-то незапланированный визит, скорее всего, к врачу, кто-то к стоматологу пойдет однозначно. Ну вот, как знаете, не боль вас погонит, а как страх, да? То есть, может быть, пломба выпадет. Не дай бог, конечно, да, это ужасно неприятно, когда проблемы с зубами. Вот, и вы так испугаетесь, что если я так оставлю, да, то могут быть проблемы. Вот пойдете. И знаете, бояться вам нечего. Если пойдете к знакомому доктору, ну как-то быстренько ваша проблема решится. Если пойдете к новому доктору, окажется, что доктор умничка, как-то быстренько вам все поделает, будете очень довольны. И даже вот, может быть, даже меньше заплатите за работу, чем вы, например, ожидаете. То есть в голове так прикинули, что столько-то стоит, либо кто-то вам сказал, а вам меньше этот чек дадут, да, на оплату. В принципе, нормально. Для тех, кто у меня по больничкам постоянно ходит, потому что вижу, тут кто-то болеет у меня, постоянные какие-то походы в больнице. Вот
знакомство идет с человеком. Либо это доктор такой вам попадется, может быть, медицинский сотрудник, а может быть, в принципе, будете там под кабинетом сидеть, ждать приема, с кем-то разговоритесь, и человек вам как подсказку дает, как какой-то совет, может быть, какой-то препарат вам посоветует, либо систему питания, там, лечения, да, что-то вам посоветует, либо специалиста вам хорошего посоветует, как-то с пользой. Неожиданно для себя вот вы находите подсказку, которая действительно вам помогает, по здоровью помогает. Так, какая-то дорога у вас отменяется, либо переносится. У вас лошадка в левую сторону упрыгала. Из-за какого-то человека дорога переносится, либо отменяется. Он эту лошадку, видите, на якорь посадил. Но если вы с мужем хотели, планировали куда-то ехать, скорее всего, у него не получится, и вы не сможете поехать. Если вы планировали с кем-то, да, там, совершить поездку, ну, то человек, он не в состоянии будет, да, составить компанию, и, соответственно, вы не поедете. Это не критично, это не страшно, просто поездка переносится на определенный период времени. Вы четко будете понимать, да, когда вы поедете. То есть ничего страшного здесь не происходит. Здесь у меня вышел человек с предложением, мужчина с предложением. Девчонки, кто общается, особенно общается в интернете, там, роман по переписке, а мужчина будет предлагать встречи, либо предлагать даже, может быть, совместные какие-то путешествия. Вот, и вы будете это обсуждать. Будут предлагать какие-то варианты, которые вас немножко будут шокировать. Да, куда поехать, либо где встретиться, либо когда он приедет. Ну, я так вам скажу. Главное, что он предлагает, это уже хорошо. А договориться можно, в принципе, по любому варианту. Поэтому вы не ждете вот именно таких предложений, но они поступят. И если вам что-то не нравится, что-то не подходит, вы должны это обсуждать. Ни в коем случае не молчите. Не молчите и точка. Так, и еще у кого-то есть жесткая соперница, очень противная женщина. Может быть, соперница на работе, может быть, в любви. Достаточно такая безжалостная, кровожадная и бесшабашная женщина. Смотрите, у этой женщины переключается внимание с вас на кого-то другого. Она будет сфокусирована на другом человеке. И вот вы как бы готовились, может быть, к встрече с ней, да, либо там к какому-то серьезному разговору с ней вы готовились. Он не состоится. Не состоится, этой женщины, ну, как бы не будет в вашем пространстве, она как выпадает из вашего пространства на какой-то неопределенный срок. Вот она, когда вернется, она станет другой. Вот у нее голова, она как с какими-то мыслями, да, переполнена. То есть ей не до вас будет. Ну, считайте, что соперницы у вас уже нет. То есть не хватит у нее ни сил, ни возможностей. Плюс она, понимаете, как во что-то включена, в какие-то проблемы, в какие-то дела. Она живет там уже. Ей некогда с вами тут бодаться, кому-то что-то доказывать. Вы с этой соперницей как расходитесь, и она вам не соперница. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.